В 2022 году Минкультом региона организовано более 1000 мероприятий. Все они приурочены к Году культурного наследия народов России, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, а также к 30-летию возрождения республики. К юбилею региона праздничные мероприятия прошли во всех населенных пунктах и в столице республики Магасе. Самым ярким и запоминающимся стал концерт, приуроченный к 30-летию республики на стадионе Дьяково в Сундже. Поздравить регион приехали творческие коллективы со всей страны, зажгли публику и популярные звезды северокавказской и российской эстрады. В честь юбилея показали уникальное лазерное шоу по эксклюзивному сценарию. В небо над Ингушетией взлетели тысячи дронов и озарили его фигуры, символы нашего народа. В рамках концерта организовали и лотерею. Номерки зрителям раздавали бесплатно при входе. После предоставления пригласительного билета участники получили 30 ценных призов к 30-летию Ингушетии. Суперприз «Новая Лада Веста» досталась 11-летнему Харуну Султыгову. Юбилейный концерт собрал детей, молодежь, представителей старшего поколения. Нет лучшего уголка в мире, чем наша родная Ингушетия. Хочу пожелать всем здоровья, жителям нашим, пожелать, чтобы мы не только 30-летие республики отметили, а отметили и столетие нашей республики, чтобы все долго-долго жили и процветала наша родная республика. Поздравить Ингушетию в регион приехали высокие гости. Так, с экранов большой сцены к жителям обратился полпред президента страны ВСКФО Юрий Чайка, который зачитал приветственный адрес от главы российского государства. Со словами поздравления и теплыми пожеланиями к жителям Ингушетии обратилась и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. С особой теплотой жители встретили и главу Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель субъекта поздравил всех со знаковым юбилеем. От всей души хочу пожелать и поздравить вас с 30-летием образования Республики Ингушетия, счастья, мира, благоденствия, новых побед и достижений нашему народу Ингушетии и всей многонациональной России. В этот праздничный день хочу сказать спасибо нашим землякам, представителям общин в разных регионах нашей огромной страны, диаспорам ингушей в ряде зарубежных государств, которые вместе с нами сегодня радуются историческим достижениям родного края. Поздравляю каждого из них с 30-летием родной республики, желаю больших достижений, здоровья, успехов и добрых дел. Не менее значимым событием для жителей Сунжа стало торжественное открытие Дома культуры. Здание, построенное еще в 1949 году, нуждалось в капитальном ремонте. Реконструкцию храма культуры провели по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Работы, начатые в 2020 году, завершили в 2022. Рабочие полностью отреставрировали стены и фасад здания, заменили перекрытие, кровлю, пожарно-охранную систему, электричество, провели и косметический и технический ремонт. Всех собравшихся с долгожданным открытием и новыми условиями работы поздравил и Махмуд Али Калиматов. Сегодня Дом культуры для них, для будущих поколений. Мы-то, понятно, всегда придем, когда будет мероприятие, как нам говорят, искусство. Вот это и есть сегодня то, что нам нужно. Невежество проявляется там, где отсутствует культура. Ужасно, когда и вот эти Дом культуры у нас почти во всех населенных пунктах. Поэтому сегодня, мне кажется, настолько светлое помещение, на светлый Дом культуры, и я думаю, что он будет востребован. С 25 по 29 декабря в регионе прошел и 8-й международный кинофестиваль «Золотая башня». Свыше 50 документальных и художественных фильмов на суд зрителей представили режиссеры из регионов СКФО и России, также Кыргызстана, Азербайджана и Мексики. Гран-при фестиваля «Золотая башня» получил полнометражный игровой фильм «Небо». Среди лучших кинолент оказалось и произведение «Афган. Грани войны». Золотую статуэтку вручил лично глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. В
конкурсные показы были включены работы, прошедшие предварительный отбор. Без призового места за 8 лет существования фестиваля ни разу не оставалась и Ингушетия. Я хочу просто поблагодарить республику, что она стала сегодня вообще-то центром кинематографии на Северном Кавказе. В этой республике в течение последних 10 лет несколько раз проходили фундаментальные для развития кинематографии нашей страны различные совещания. В Ингушетии активно реализуется нацпроект «Культура». В его рамках начато строительство ДК в отдаленных сельских поселениях Гербек-Юрт и Датых. Проведен капитальный ремонт Дома культуры в сельских поселениях Нижней Ачелуки и Пседах. Приобретены новые музыкальные инструменты для студии искусств в Малгобеке. А для Национальной библиотеки закупили за год более 6000 новых книг. Наши мероприятия, те, что были проведены, мы провели в сроки. Все были профинансированы. По посещениям все было отработано на 100%. Совместно с Министерством образования и науки Республики Ингушетия у нас реализуется проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое, художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности. За отчетный период проведено около 500 мероприятий с числом зрителей свыше 10 000 человек. По поручению главы Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» отреконструировали театр юного зрителя. Работы начались в 2019 году и закончились в феврале 2022. Новые дизайнерские решения можно увидеть, уже переступив порог ТЮЗа. Это шахматное размещение плитки в холле и большое количество зеркал, мотив известной книги «Алиса в зазеркалье». Каждый участок холла создан как сказки, куда и уводят артисты своих юных зрителей. Вы представить себе не можете, вот как материальное, внешнее состояние театра – это огромный плюс для нас, потому что когда приходишь, это работа все равно, театр, работа – это наш второй дом, и когда наш дом уютный, и мы можем сюда пригласить зрителя в красивое уютное здание, это для нас огромное значение имеет. В ТЮЗе провели не просто ремонт, к нему пристроили еще один дополнительный корпус, появились новые кабинеты, гримерные и костюмерные, есть места хранения для кукол и костюмов, объемный звук, новые декорации, подиум, обновления коснулись всего. Я уже успел поработать в старом здании, где-то около полгода прошло. И вот именно поэтому чувствуется этот контраст. Мы полгода репетировали, работали в старом здании, потом здание старого Минкульта, и тут уже возвращаемся сюда, и здесь все абсолютно новое, все уже непривычное, так сказать, но непривычное в хорошем смысле этого слова. Капитальный ремонт в рамках реализации национального проекта «Культура» провели и в Карабулакской студии искусств. В творческом учреждении берут уроки более 300 детей, осваивают музыкальные инструменты и живопись. Всего на капитальный ремонт из федерального бюджета выделили более 20 миллионов рублей при софинансировании из регионального бюджета свыше 1 миллиона. Школу обновили досрочно на несколько месяцев раньше запланированного срока и открыли в декабре 2022 года. Находились в ужасающих условиях, вы себе не представляете, что это было. Это было просто барачное здание. И все равно мы приобщали наших детей к этому искусству, живописи, к музыке. И у нас дети участвовали в концертах и в конкурсах, и побеждали. Но сейчас вот мы находимся в таком здании, которое не только стимулирует детей, но оно действительно прекрасно, как и наше искусство. Мы очень рады. Этот проект помог всем детям, и огромное спасибо тем людям, которые все это нам сделали, и сделали очень достойно. Сейчас, конечно, очень важно именно вот приобщать детей к искусству, к музыке в частности, потому что ведь только музыка делает человека благороднее, добрее. Школа вот после капитального ремонта, она преобразилась, стала более светлой, просторной. Как вы видите, холл у нас уже такой свободный. Мы можем проводить какие-то музейные выставки, и музыкальные творческие вечера проводить. Конечно же, все изменилось и в очень лучшую сторону. Стало приятно работать, вдохновение какое-то появилось. В рамках нацпроекта «Культура» преобразился музей трудовой и боевой славы в Малгобеке. На эти цели выделили свыше 17 миллионов. В здании провели косметический ремонт внутри, полную замену освещения, приобрели новые стенды с подсветкой, интерактивные доски, столы.
Ингушетия традиционно приняла участие во всероссийских акциях «Ночь искусств» и «Библионочь». Жители республики ждали концерты, выставки, спектакли, экскурсии, мастер-классы, также лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные ярмарки. Среди наиболее важных мероприятий 2022 года стали и те, что были проведены за пределами региона. Это фестиваль культуры и спорта Юга России, который проходил в Грозном. Первый международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу». Фестиваль традиционной культуры малочисленных народов Северного Кавказа в Махачкале. Всероссийский детский фестиваль фольклориады в Чебоксарах. Межрегиональный фестиваль народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья». 20-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». В 2022 году региональным Минкультом совместно с Комитетом по делам молодежи и Ассоциацией ремесленников был дважды организован межрегиональный фестиваль художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Первый стартовал в день рождения Ингушской республики, второй приурочили к Новому году. Мероприятие собрало около 30 мастеров с различных субъектов страны. Подходят люди, смотрят и улыбаются. Это для вас новая тестопластика, еще не знают вид техники этот. И нам очень понравилось здесь. Мы были в Кабардино-Балкарии, мы объездили тоже почти всю Россию. Вот. А у вас первый раз. Очень гостеприимный и дружественный народ. На фестивале представили более 16 модулей, которые разделены по разным направлениям. Это современное гончарное искусство, плотницкое, кожевенное дело и не только. Мероприятие посетил и глава республики Махмуд Али Калиматов. Смотрите, она полностью льняная. Да, только натуральный материал применяется. Самое оригинальное – ежик. Ежик? Нет, собачка. Это собачка рядышком. У вас и ежики, и собачки, и кошечки. Вон они, ежики. Несколько сортов. А спасибо, что приехали. Очень хорошо. Ну что, интересуются? Да, нас очень хорошо принимают. Да? Настолько добрые люди, а красивые какие. И девушки, и парни. Да вы красивые. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, что приехали. Вашу культуру посмотреть очень интересно. Ну, это уж постарайтесь, насколько у вас хватит. В рамках ярмарки мастеров народных промыслов прошел и межрегиональный фестиваль лезгинки «День Джигитта». Свои танцевальные номера представили хореографические ансамбли Ингушетии, а также Кабардино-Балкарии и Чечни. Плодотворно 2022 год выдался и для национальных театров. Ряд новых постановок, как «Яма», «Падение Джанхота», «Лекарь по неволе» представил музыкально-драматический театр. Актеры Ингушского государственного молодежного театра показали спектакль «Моя жена Лгунья». 3 премьерами своих маленьких зрителей порадовал и ТЮЗ. Это сказки старого Коркута, «Крысиный бунт» и «Говорящий кувшин». Не первый год в республике развивается программа «Пушкинская карта». В ее рамках любой школьник и студент может зарегистрироваться и получить возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. В 2022 в регионе их проведено около 100. С начала года, благодаря «Пушкинской карте», молодежи региона приобретено более 6,5 тысяч билетов в кино, театры и на выставки. Сейчас достаточно она программа? Это нет. Нет, недостаточно. В чем вопрос? У нас потенциал 46,5 тысяч человек, которые достигли возраста от 14 до 23 лет, но из них зарегистрировано только 10 тысяч человек с начала года. Это Почему? Всего лишь 22%. Регистрация школьников, она какие-то сложности возникают именно в учебных заведениях. В школах? Это у них не получается, да. В школах. Там на каждого ребенка должно быть открыта в МФЦ учетная запись на госуслугах. Как только они получают паспорт, они ее открывают. И у нас вот трудность в этом смысле, и сами школьники, и родители просили нас помочь с этим, чтобы сразу, как ребенок получает паспорт, ему помогли в МФЦ открыть учетную запись на госуслугах. Только с наличием этой записи они могут дальше оформить Пушкинскую карту, ну и другие программы, которые есть и будут еще. Из 40 тысяч 10 тысяч этого мало. И потом, это же какое-то подспорье и коллективом культуры, что это наполнение какое-то, понимаете?
потому что потенциально это 52 миллиона рублей, которые в республику придут по этим картам. В 2023 году из федерального бюджета планируется выделить 69 миллионов рублей на завершение строительства домов культуры в селах Датых и Гербек-Юрт. На строительство Дома культуры в Джейрахе также запланирован капремонт ДК в Инарки. Кроме этого, направлены в Министерство культуры Российской Федерации заявки на выделение средств для строительства административного здания мемориальному комплексу жертвам репрессий в городе Назрань, капитальный ремонт здания Музея изобразительных искусств Республики Ингушетия, который расположен в городе Карабулак, капитальный ремонт здания Музея краеведения имени Тугана Мальсагова и капитальный ремонт Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму 123 миллиона рублей. В случае выделения средств из этих субсидий в 2023 году на реновацию учреждений культуры планируется начать строительство 2 центров культурного развития, это в городе Карабулак и Малгобеке. Всего на строительство центров культурного развития необходимо 460 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланировано в 2024 году. Это год празднования столетия государственности Ингушской республики. На 2023 год Минкультом региона направлен ряд заявок на техническое оснащение государственных музеев, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров, создание школы креативных индустрий. А в новогодние выходные Минкультом также запланированы концерты, выставки, мастер-классы и благотворительные акции для детей мобилизованных. Дана Плиева. Итоги года.